В русском языке число 2 сочетается с мужским и средним родом. Например, 2 дома, 2 озера. А число 2 сочетается только с женским родом. Например, 2 комнаты. В словацком же языке число 2 сочетается только с мужским родом. А число 2 сочетается не только с женским, но и со средним родом. Поэтому мы говорим не 2 язера, а 2 язера, имея в виду 2 озера. И для того, чтобы улучшить наш словацкий, нужно не только натренироваться произносить это число 2 со средним родом, но и немножко получше разобраться, какие же слова в словацком языке относятся к среднему роду и вообще, как образуются окончания среднего рода. Итак, числительное 2 сочетается не только с женским, но и со средним родом. При этом во множественном числе существительные среднего рода имеют окончание длинное «а» или же короткое «а» по закону ритмического сокращения, или же окончание «ия» после мягких согласных. Давайте смотреть. 1 euro, 1 kilo, 1 deci. 2 eura, 2 kila, 2 deci. Это сокращенная форма деци от слова децилитр, очень распространена в словацком языке. И вы часто, покупая напитки, можете услышать 2 деци, 3 деци, си, просим. Поскольку это сокращенная форма слова децилитр, она не меняется ни в единственном, ни во множественном числе. При этом надо помнить, что слово децилитр относится к мужскому роду, в отличие от его сокращенной формы деци. И идем дальше. 1 auto, 1 okno, 1 divadlo. No, 2 auta, 2 okna, 2 divadla. 1 pero, 1 jablko, 1 pivo, 1 víno, 1 kreslo, 1 slovo, ale 2 pera, 2 jablka, 2 piva, 2 vína, 2 kresla, 2 слова. Здесь слово «вина» имеет короткую последнюю букву, поскольку ей предшествует длинное «и». Идем дальше. 1 pravidlo, mydlo, jazero, kino, mesto. Ale 2 pravidlá, 2 mydlá, 2 jazera, 2 kina, 2 mesta. 1 miesto, lietadlo, ministerstvo. Ale 2 miesta, 2 lietadla, 2 ministerstva. И идем, посмотрим на окончание «ие». 1 zamestnanie, 1 poschodie. Окончание «ие» меняется на «ия». 2 zamestnania, 2 poschodia. 1 námestie, 2 námestia. И теперь посмотрим на слова, корень которых относится на мягкую согласную. 1 more, 1 srdce, 1 vajce, 1 pole. Ale 2 moria, 2 srdcia, 2
вайция, две полия. И идем на слова исключения. Jedno dievča, jedno kurča, jedno внуча, jedno зверя. Запомните, что все эти слова относятся к среднему роду, поэтому во множественном числе они имеют окончание длинное «а». Две девчата, две курчата, две внучата, две зверята. И еще один интересный случай, когда слово оканчивается на «ум». Все эти слова тоже относятся к среднему роду, при этом во множественном числе окончание «ум» убирается и заменяется окончанием длинное «а». Итак, jedno gymnázium, jedno centrum. Но две гимназия, две центра. И последнее слово «дитя», jedno дитя. Во множественном числе две дети. Это тоже надо запомнить. И посмотрим на примеры. Что видите? Две окна. А toto sú dve jablka. Ideme ďalej. Dve auta. Dve vína. A toto sú dve srdcia. Dve vajcia. C, мягкая буква. Dve dievčatá. А ešte малый тест. Мне, пожалуйста, 200 мл красного вина. Prosím si 2 deci červeného vína. Пожалуйста, кофолу 200 мл. Prosím si кофолу 2 deci. У меня 2 работы. Mám 2 заместнания. 2 килограмма яблок, пожалуйста. 2 кило яблок си просим. У нас в городе 2 центра. Вместе máme 2 центра. У нее 2 детей. Má 2 дети. Помните о 2 правилах. Pamätajte si на 2 правила. Нельзя держать в квартире 2 животных. Не можете chovať v byte 2 zvieratá. Alebo не можете мать в byte 2 zvieratá. У моего соседа 2 машины. Мой сусед má 2 auta. Каждый день я ем 2 яйца. Каждый день zjem 2 vajcia. Alebo каждый день ем 2 vajcia. 2 vína. 2 jablka. 2 vajcia. 2 srdcia. 2 dievčatá. 2 mydlá.